Всех приветствую. У нас сегодня речь идет о разговорном клубе. Что это значит? Зачем вам нужно записываться в этот разговорный клуб? Эмне үчүн жазылышыңар керек. Эң биринчи себеби бул жаңы формат или место встречи проведения разговорного клуба. Именно общение кайсыл учурда болот, кайсыл жерлерде болот. Биринчиден бул кофейняларда жолугушуу, кафешкаларда жолугушуу. Экинчиден музейлерге баруу, үчүнчүдөн парктарда жолугуу, офистерде жолугуу жана китепканаларга баруу. Жана акыркысы бул силердин каалооңор менен гана болот. Силердин каалооңор менен уюштурсак болот. Походы и разные поездкаларды уюштуруу. Именно чакан мини группалар менен чогуу поездкаларды уюштуруу. Биринчиден кофейнялардан жолугушуу деген, что может быть приятнее общения именно за чашкой кофе или чая взять и сидеть и общаться, разговаривать на разные темы. Именно свободное общение, не так, чтобы мучение, азыр эмне деп айтсам, кандай айтсам эмес, именно свобода нам нужна. Кофейняларда жолугушууда биздин беседаларда со стороны будет выглядеть коллегалар или подруги, или друзья, или какие-то знакомые просто сидят и общаются. Это не будет выглядеть как урок. Сабак моглар сабак өтүп атат дегендей көрүнбөйт. Со стороны это будет выглядеть, люди общаются и все. Экинчиден парктардан жолугушуу. Бул парктарга дегенде, конечно, аба ырайынын шарттарына карайбыз бул жерде. Расписание боюнча биз паркта жолугушубуз, паркта өтүлүш керек сабак деп эле кар жаап атса паркка бармай жок, конечно. Свежий воздух, приятная прогулка, сейлдеп мы общаемся на заранее заданные темы. И вы не подумайте, что парктан кофейнядан отуруп эле на каждый что хочет, то и говорит. Нет, мы заранее выбираем тему, тема тандалат. Вы подготавливаетесь, что вы хотите рассказать, о чем вы хотите рассказать, как вы это хотите рассказать. Вы подготавливаетесь, мы встречаемся, общаемся и так далее. Третье, мы с вами будем ходить в музеи и разные спектакли, может быть, театры тоже включим. Потому что именно поход в музей это не просто, это само по себе кругозорду өстүрөт. А если ал жака общенияны жаңы сөздөрдү кошуп койсок, сөз байлыгыбыз да өрчүйт и так далее. Понимаете, это прям 100% польза получается. Потом мы будем с вами ходить в библиотеки, разные книжные выставки. Именно, опять же, мы повышаем кругозор, мы общаемся среди людей. Не так, чтобы кабинетте биз элдер менен сүйлөшкөндү үйрөнбөйбүз. Элге чыгып, прям 100% практика арасында, прям среди людей мы учимся с вами общаться. И последнее, это опять же, повторюсь, силердин каалооңор менен бул обязательныйга кирбейт. Мы будем, если захотим, мы будем устраивать разные походы, разные поездки за город, может быть, в красивые места именно нашей страны. Мы будем устраивать поездки. Совместим приятное с полезным. Приятно это поездка, новые места, новые люди, а полезно это наше общение, развитие речи и так далее. Второе, что нужно обратить внимание, это количество. Студенттин саны канча киши катыша алат. Максимум аябай көп кетти, прям болбой атты. Эң көп дегени бул 4 киши болот. Эң көп дегени. В идеале это 3 киши менен у нас будет общение, потому что бизге достаточно вакыт керек, достаточно, чтобы каждый мог свою өзүнүн оюн айта алсын, кенен кесир жетишсин. Ошон үчүн это студенттин санын азайттык, чтобы вам всем хватило времени, убактыңар кенен жетсин деп, и экинчиден результат чыксын деп. Нам нужен результат, поэтому важно мне не количество, 10 студент, 15 студент, мне нужно качество, сапаты керек мага ошол 2-3 киши, зато с результатом, если уйдут, то это будет супер. Андан кийин жаш курагына жана деңгээлинин катары да бөлүнөт. Жаш курагы дегени биз само по себе, кто не знает, это мой курс, всегда это для взрослых. Школьников мы не берем, потому что методика не подходит для школьного возраста.
Методика это для взрослых, для самостоятельных людей. А екіншіден жаш құрағынан сыртқары уровеньге де қарайбыз. У кого-то уровень пониже, у кого-то повыше уровень, понимаете? Мы не можем уровень повыше менен понижені бір группаға қоя албайбыз, потому что у кого уровень повыше, он будет говорить, общаться, а у кого пониже, он будет думать, азыр могуну кандай айтсам болду экен дегендей болот. Поэтому уровеньге карап группалар түзүлөт. Встречи будут 3 раза в неделю, жумасына 3 жолу, убактысы 1 сааттан 1,5 саатка чейин болот. Минимум 1 саат, максимум 1,5, может 2 саатка чейин череда болушу мүмкүн, потому что если у вас есть о чем поговорить или наша тема очень прям была интересна и все хотят о чем-то рассказать, свое добавить, уроки будут до 2 часов даже. Мы создадим группу, потом обговорим время, убактысын тактайбыз, кайсыл күндөрү саат канчада жана кайсыл жерлерде жолугабыз, и именно по расписанию будем проводить встречи. Онлайн формат пока обсуждается, пока я смотрю, чтобы онлайн форматтан дагы оффлайндагыдай результатты чыгаруу үчүн аракет жасап атам, разные варианты. Если будет возможность, онлайн тоже устроим, пока только оффлайн, в реальном времени. Всех жду. Кто хочет участвовать, пишем по этому номеру, көрсөтүлгөн номерге жазабыз, и именно хочу в разговорный клуб деп жазабыз, потому что у нас кроме этого есть и другие курсы, чтобы мы не перепутали и не записали вас в другие курсы. Всем пока, увидимся.